Это программа «Бергаля Пиряник». Мы начинаем наш первый тур. Напомню правила. Мы записали рассуждения детей, которые говорят обо всем, что связано с осенью. Ваша задача, уважаемая команда, угадать, о чем идет речь. Итак, Зейна, готова? Смотрим для тебя вопрос. Вот там. Когда осенью проходит дождь, на дороге и тропинках появляются они. Это как маленький бассейн для червячков и для насекомых. А еще по ней очень любят ездить машины и брызгать пешеходов, между прочим. Итак, Зейна, как ты думаешь, что это такое? Лужа. Лужа. Ты любишь по лужам ходить, да? Прыгать, да? Оно вся грязная приходить, да? Конечно, можно, мама постирает. У нас есть такие штаны специальные, когда можно прям с головой. Вот, да. Ничего страшного, мама постирает. А мы будем с тобой по лужам бегать, да? Да. Да, это правильный ответ. Молодец, поаплодируй себе, похлопай. Мы знаем, что ты любишь, аплодисменты. Итак, лужа по-татарски кулевик. Продолжаем дальше. Амина, Азерма, готова? Смотрим для тебя вопрос, внимание. Это можно сделать на Хэллоуин. Она съедобная и еще сочная. Это главный гость всех домов осенью. Из него делают много-много вкусного. И пироги, и суп, и салат, и кашу. Итак, очень полезный и вкусный овощ. Что это? Тыква. Тыква, молодец. А ты любишь тыкву? Я не знаю, какой она вкус. Какой она? Ну, обязательно нужно попробовать. Очень полезный овощ, хорошо? Да, это правильный ответ. Ты большая умница. Тыква, по-татарски хабак. Продолжаем мы вместе с Зейнеп. Готова? Да. Смотрим. Есть такое дерево, и на нем растет много-много их. И если ты возьмешь и с другой стороны перевернешь, то оно к тебе прилипнет. Итак, что же это такое? Листик. Листик. Угу. А каких форм бывают листики? Овального. Овального, а еще? Круглого. А еще бывает вот такие вот листики разные, разноформатные. А у елки какие У листики? елки какие листики? Иголочные. Иголочки. Да, это правильный ответ. Молодец. Иголочные. Иголочные листики у елки, да. Это так. Итак, лист по-татарски яфрак. Выучили и это слово. Продолжаем. Амина. Саламат был. Ничего страшного. Саламат был, бала. Саламат был. Итак, Амина, будем продолжать с тобой. Ты готова? Да. Смотрим внимательно. Как радуга, разноцветная и с украшениями. Они похожи на грибочки. Да, очень хорошие средства от дождя. Зонтик. Зонтик, правильно, молодец. А у тебя есть зонтик? Есть. Какой он? У меня два зонтика. Два зонтика. Когда сразу после покупки одного с единорогами я сразу испортила. Потому что не могла открыть. Открыть. Ну, второй-то открыла? Да. Да, все, не испортила его? Нет. Нет, все, молодец. Еще раз аплодисменты тебе. Зонт по-татарски кулшатер. На очереди пятый вопрос первого тура. Его мы смотрим все вместе. А вот кто будет отвечать, чуть позже узнаем у нашего компьютера. Поэтому, Зейна, Амина, смотрим внимательно на экран. Его невозможно увидеть, но можно его почувствовать. Бывает такой сильный, что может поднять человека. Как задует, листья все поотрывает и пыль поднимет. Итак, уважаемый компьютер, выбери, пожалуйста, команду, которая будет отвечать на этот вопрос. Так, Амина, что же это такое? Когда деревья качаются. Может, ветер? Ветер. Точно? Да, я знаю это. Тоже знаешь, да? Да. Но компьютер выбрал Амину, поэтому за правильный ответ балл достается Амине. Да, давайте ей похлопаем, ты молодец. Ветер по-татарски жиль. Завершаем мы наш первый тур. Итоги после первого тура, уважаемые зрители, вы видите на своих экранах. Ну и, конечно, продолжаем учить и закреплять изученный материал.